Мероприятия по случаю 30-летия Вооруженных сил Республики Абхазия начались с возложения цветов к мемориалу погибшим воинам в Парке Славы. В церемонии приняли участие глава оборонного ведомства Владимир Ануа, офицеры, военнослужащие. Затем все направились к могилам бывших министров обороны Абхазии Владимира Аршба и Владимира Миканба, чья военная и государственная деятельность всегда будут примером патриотизма и гражданской ответственности. После состоялась церемония возложения венков к могилам первого и второго президентов Абхазии Владислава Арзанба и Сергея Багапш. Далее в Абхазской государственной филармонии состоялись торжественное собрание и концерт, посвященные 30-летию Вооруженных сил. Министр обороны Владимир Ануа поздравил всех со знаменательной датой и отметил, что абхазская армия создавалась в непростых условиях, формируясь в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Глава оборонного ведомства особо подчеркнул роль первого президента Абхазии, главнокомандующего Владислава Арзанба, и первых военачальников Владимира Аршба и Султана Сосналиева в создании абхазской армии. Нелегким было и становление вооруженных сил в послевоенные годы. Уроки прошедшей войны и тяжелого послевоенного времени поставили перед армией новые требования, с которыми она успешно справилась, отметил министр. Военнослужащие вооруженных сил выполняют боевые задачи по охране мира и покоя, показывая высокий профессионализм, проводятся различные сборы, тренировки, учения, в том числе и совместные подразделения, дружественные нам Российской Федерации. Мы намерены совершенствовать и развивать систему взаимодействия с частями подразделений вооруженных сил Российской Федерации, улучшать качество проведения занятий по предметам боевой подготовки. В вооруженных силах уже предприняты практические шаги по формированию профессиональной армии. В частях и соединениях идет целенаправленная работа по реализацию указания главнокомандующего. К сегодняшнему дню в вооруженных силах значительно увеличилось качество офицеров с высшим военным образованием, многие из которых закончили военные учебные заведения Российской Федерации. Нам коренным образом пересмотрены вопросы оперативной и боевой подготовки. На торжественном собрании всех военнослужащих с 30-летием образования Вооруженных сил поздравил президент Аслан Бжания, отметив, что наш народ гордится вооруженными силами, которые были созданы в судьбоносное время, когда абхазский народ противостоял коварному и беспощадному врагу. В мировой военной истории очень мало примеров, когда победа над врагом достигалась малочисленным народом. В этот знаменательный для всего народа день особые слова благодарности хотел бы выразить ветеранам вооруженных сил за проявленные подвиги и храбрость во имя священной победы. Вы самоотверженно стояли на страже суверенитета государства и сложный период после войны. Мы чтим светлую память тех, кто отдал самое главное в своей жизни, был верен присяге, они всегда будут живы в памяти народа. Нынешнее поколение военнослужащих продолжает славные традиции старшего поколения, поколения победителей. Сегодня вооруженные силы Республики Абхазия являются защитниками мира, независимости и территориальной целостности Республики Абхазия. Хотел бы отметить, что государство и впредь будет уделять постоянное внимание совершенствованию, укреплению материально-технической базы вооруженных сил, учитывая сложность современной геополитической обстановки. Товарищи военнослужащие, ветераны вооруженных сил, в этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго. В честь 30-летия Вооруженных сил указом президента Аслана Бжания нескольким офицерам присвоены очередные воинские звания. Приказом министра обороны Владимира Ануа в честь юбилея оборонного ведомства президенту Аслану Бжания и группе военнослужащих вручены медали. Также медали посмертно были вручены семьям президентов Владислава Арзанба и Сергея Багапш и семьям бывших министров обороны Султана Сосналиева, Владимира Аршба и Владимира Миканба. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Аля Катрапши, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.